Всем добрый день! Вы на канале Движения за независимость Саха, и меня зовут Раиса Зубарева. Сегодня я бы хотела поговорить про то, что происходит с выборами мэра, с прямыми выборами мэра города Алекминск. Все мы знаем, что не так давно бывший мэр Алекминска, уже сейчас бывший мэр Алекминска Сергей Щебляков подал в отставку для того, чтобы депутаты назначили выборы, внеочередные, выборы мэра. Это будут последние выборы прямые. Именно поэтому Щебляков пожертвовал своей должностью, скажем так. Что у нас сегодня происходит? Какие новости последние приходят из Алекминска? Не так давно депутаты города все-таки смогли назначить выборы. Они должны состояться 25 января 2026 года. Вообще сделать это удалось только с 4-й попытки. Все заседания предыдущие, они срывались фактически. Людей, которые должны были прийти голосовать, запугивали, не пускали, угрожали увольнением. Но на этот раз все-таки депутаты настояли на своем, настояли на том, что прямые выборы мэра – это пока еще конституционное право жителей. Да? Это случилось до того, как депутаты якутские Илтумена приняли законопроект о поправках в Конституцию. Поэтому выборы, вообще это по закону, выборы будут проходить по закону. Что вообще стоит за этим решением депутатов алекминских? Во-первых, это такая политическая воля. Алекминские депутаты прекрасно понимали, что времени у них почти не осталось на тот момент, когда они собирались для решения о выборах. В Илтумен законопроект был уже внесен. Тот законопроект, поправки в Конституции, который отменяет уже сейчас, отменили выборы глав и районов. Значит, теперь у нас везде, кроме Алекминска, мэров будут просто назначать по тем спискам, которые спустит глава республики. Алекминские депутаты успели принять решение буквально в последние дни до начала действия этих новых поправок в Конституцию. Вообще это, на самом деле, это гражданское сопротивление. Во-вторых, что здесь происходило? Мы с вами прекрасно увидели экономическое давление. С 2025 года правительство республики и улусная администрация практически перекрыли Алекминску финансирование. Не поступило в бюджет Алекминска 17 миллионов налоговых денег. У мэрии долги, нет средств даже на организацию выборов. И все это началось после того, как прежний мэр Сергей Щебляков, который на минуточку был избран жителями, выступил против присоединения города к Улусу. То есть экономическая блокада здесь использовалась как инструмент политического наказания. Тем не менее, депутаты молодцы, они не отступили. 11 человек проголосовали, это, видимо, большинство, насколько я понимаю, за проведение выборов. Открыто заявили, что хотят провести голосование до вступления в силу нового закона, чтобы жители могли в последний раз выбрать своего мэра. Вместо Щеблякова, который ушел в отставку, временно назначили Павла Романенко. Это депутат от «Единой России». Человек, который вообще просил все отложить и, скажем так, разобраться с долгами. Фактически назначение Романенко – это была попытка вернуть под контроль ситуацию, которая вышла из-под влияния республиканских властей. То есть политический смысл того, что происходит в Алекминске, он, в принципе, очевиден. Столкновение двух полюсов. Один полюс – это за участие народа в выборах,
да, второй полюс, да, это вот за вертикаль власти. Вот, ну, такая борьба происходила. Вот, сегодня поступила информация из провластных телеграм-каналов, что, значит, один из депутатов вдруг передумал, что он был на сессии. Он, видимо, был онлайн, насколько я понимаю, да. И вот появилось такое письмо, что вот, дескать, меня вообще на этой сессии не было, я не голосовал. То есть, получается, 10 человек из 11 проголосовали за выборы, если это правда, да. Я так думаю, что протокол собрания есть, и депутаты должны, алёкминские, должны явить миру этот протокол, в котором будет точно видно, был этот человек на голосовании или не было его. Это вот такая форма давления, да. Вот это вот, если это фейк, да, то и даже если это не фейк, и даже если он на самом деле вот был и вдруг отказался, да, но передумал, что был на сессии, да. Ну да, это такая форма. Власть еще таким образом сопротивляется тому, чтобы алёкминчане выбирали своего мэра. Значит, по сути, Алёкминск стал последним островком прямых выборов в республике. Именно поэтому такая ожесточенная борьба ведется вокруг Алёкминска. Республиканская власть боится даже не самих выборов, она боится прецедента, что люди все еще могут сами решать, кто будет руководить их городом. Финансовая блокада, что они применяют, да, финансовую блокаду, саботаж заседаний, они давят на депутатов, и все это признаки системного страха власти перед своим же населением, перед обществом. Но вот, вы знаете, именно такие истории показывают, что на муниципальном уровне остаются люди, для которых Конституция – это, вот, знаете, не просто туалетная бумага, да, как сказал Владимир Пскачин. Что будет дальше? Вероятность того, что все-таки они отменят выборы в Алёкминске, очень высока. Ну, хотя, по крайней мере, они попытаются, да. Давление, скорее всего, на депутатов продолжится. Но, вы знаете, я думаю, что поскольку они так принципиально боролись за то, чтобы провести выборы, да, в Алёкминске, я думаю, что они эту ситуацию все-таки отстоят. Я очень на это надеюсь, да. Давайте все вместе будем с вами на это надеяться. Вот, сейчас уже мы видим, что Алёкминск стал таким примером, что даже в условиях тотальной централизации власти можно отстаивать право быть политически активным гражданином, а не, знаете, не рабом власти. Такая лакмусовая бумажка, да, Алёкминск. Вот. Ну и, значит, посмотрим, будем наблюдать за событиями. Очень интересно все. Сергей Щебляков уже написал у себя ответ на вот это вот, на письмо этого депутата, якобы, да, письмо этого депутата, что, в общем, реакция его была очень эмоциональная, оно и понятно, да, человек пожертвовал своей должностью для того, чтобы люди имели право выбирать. Вот. Даже если он пойдет на выборы и будет сам баллотироваться, ну, посмотрим, может быть, ну, то есть это законом не запрещено. И если он пойдет, то я надеюсь, думаю, что люди за него проголосуют. Вот, ну и 25 января 2026 года тоже, я думаю, давление будет очень-очень-очень сильным. Посмотрим, что дальше будет. Смогут ли алёкминчане отстоять свое право, которое у них когда-то было в Конституции, да. Вот, но еще пока действует именно для Алёкминска, оно еще пока действует. Вот, будем за них держать кулачки и надеяться на то, что все-таки до следующих выборов, вот если они состоятся 25 января 2026 года, до следующих выборов ситуация в России и в республике кардинально поменяется, и тогда уже никто не будет давить
на Ликпинчан, вообще на всех жителей республики. Да, никакого административного давления не будет, и выборы будут свободными. Очень надеемся, что за вот эти несколько лет закончится война, и Республика Саха все-таки обретет независимость. Для того, чтобы самим уже тогда раз и навсегда прописать это в Конституции, что никто не может это менять, самим решать, кто будет управлять селами, городами, вообще республикой. Очень на это надеюсь. Единственное, что нам остается, да, это только надеяться. Только надеяться. Вот, пожалуй, на этом сегодня все. Всем спасибо за внимание. Я хочу под конец напомнить, чтобы вы подписывались на наш канал. Это очень помогает продвижению нашего канала. Это очень помогает работе нашего движения. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот. Всем спасибо большое. Очень скоро увидимся.